Министерство образования и науки Таджикистана ввели правила, по которому ученые, преподаватели, студенты и даже школьники могут выезжать за границу только по специальному разрешению, а по возвращению на родину должны отчитываться, чем занимались. Молодежь считает это нарушением своих прав. Это лишнее, мне кажется. Если студент хочет куда-то выехать, это его право, вообще, это право любого человека выехать за границу. Мы не живем в Советском Союзе, где это было не разрешено. Мы живем на светское государство, правовое. Министерство образования не всегда дают разрешения, и как бы это ущемляет прав студента, лучше дать свободу. Я не знаю, наверное, разрешения родителей достаточно. Если будет учет студентов и учащихся за границей, можно будет отслеживать специалистов, которые могут приезжать и работать здесь. По времени, много времени, думаю, это не займет. А разве не всегда так было? До принятия данного документа выездные отношения работников системы образования регулировались обычаями, так сказать, делового оборота. И все это происходило хаотично. То есть не были предусмотрены никакие виды документов, не были утверждены те нормативы, согласно которым, например, отдельные категории работников системы образования могли бы выехать за рубеж. Люди моего поколения и старше знают, что первые годы суверенитета, а советское время тем более, существовали регламентирующие документы наряду с цензурой, которые четко регламентировали выезд за пределами страны ученых, исследователей и в целом творческой интеллигенции. А это было связано с тоталитарной системой, с авторитарным режимом. В системе законодательства и в целом правовой системе Таджикистана, согласно статье 10 Конституции Республики Таджикистан, нормы и принципы международного права, международные соглашения Таджикистана, двухсторонние соглашения имеют высшую юридическую силу в отношении текущего законодательства.